В эфире новости IT. Неделя была богата на события для интернет-пользователей. Напомню, что теперь для удобства в описании к видео мы прикрепляем тайм-коды. В целом поговорим сегодня о том, как технологии со скрипом и отрицанием внедряют в жизнь россиян, инструкция о том, как можно делать деньги из картона и воздуха от HBO и Apple, а также небольшой обзор и впечатления от ставшей культовой еще до выхода игры Death Stranding. Поехали! На этой неделе новостями отличился российский интернет-гигант. Яндекс показала робота-доставщика Яндекс.Ровер. Он полностью автономный, выглядит как маленький луноход. Пока робота тестируют в штаб-квартире Яндекса, там он развозит документы между зданиями. У Яндекс.Ровера полная комплектация беспилотника. И камеры, и специальные алгоритмы. Последние, кстати, основаны на наработках для беспилотных автомобилей. Конструкция стандартная. 1,5 метра в высоту, 3 пары колес, сверху люк, открыть который можно через мобильное приложение либо сотрудникам компании, либо клиентам. Главное отличие ровера в том, что он использует лидары. Обычно такие роботы ориентируются только по камерам. Это позволяет машинке видеть объемные препятствия, ездить даже ночью. Ровер распознает и объезжает как статические, так и динамические препятствия. По словам представителям компании, робот-доставщик решает проблему последней мили. Дело в том, что доставка со склада к клиенту – самая затратная часть, поскольку развозить товары приходится индивидуально. Такой робот снижает расходы. Он заменяет курьеров, которым нужно платить. Когда ровера проверят в тепличных условиях, его могут приспособить для доставки товаров в Яндекс.Еде и онлайн-магазине Беру. Не исключено, что роботов будут продавать и другим компаниям. Также специалисты Яндекса адаптировали Алису для работы в Турции. Это первая зарубежная версия голосовой помощницы, ее зовут Алиса, с ударением на последний слог. А голос позаимствован у турецкой актрисы дубляжа Селяй Таждаген. Алиса встроена в турецкий аналог навигатора. Она помогает находить адреса, строить маршруты, рассказывать о погоде и ситуации на дорогах. Режим болталки она тоже поддерживает. Тем временем сеть Crown Plaza Moscow закупила Яндекс-станции с Алисой для дорогих номеров. Гость отеля может на время привязаться к колонке, привязать собственный аккаунт в Яндексе и создать временный, который деактивируется при выезде из номера, если вы сами это не сделали. Станция в номере поддерживает стандартные функции – просмотр фильма, прослушивание музыки, таймеры, будильники и прочее. Но кроме этого, гость может через Алису передавать персоналу отеля просьбы и поручения, например, заказать уборку или же ужин. И они отправятся прямиком на ресепшн. Для проекта российская интернет-компания специально разработала интерфейс, через который сотрудники отеля управляют всем этим парком колонок. Он пока работает в пилотном режиме, тест рассчитан на 3 месяца. Руководство сети посмотрит, насколько часто гости пользуются колонками и решит, нужно ли их оставлять. В течение всего этого года мы пристально следим за американско-китайской торговой войной, и на днях она получила новый виток. Глава Минторга США Уилл Буррос рассказал в интервью Bloomberg, что ведомство получило 260 заявок от американских компаний на работу с Huawei. В министерстве такого ажиотажа не ожидали. По словам чиновника, лицензии по заявкам получат многие, но не все. Министерство 2 раза выдавало Huawei временное разрешение. Срок действия последней истекает уже вот-вот, 18 ноября. Больше всего в сотрудничестве с Huawei заинтересованной оказалась Google. Компании пришлось запретить китайской компании использовать свои сервисы в новых устройствах, а это довольно жирный кусок на рынке мобильных технологий. Теперь о законах и судебных тяжбах на территории нашей страны. Законопроект о предустановке российского ПО, который мы в одном из выпусков обсуждали летом, Госдума приняла таки в первом чтении. Если все пройдет гладко, он вступит в силу летом 2020-го. Напомню, что авторы предлагают устанавливать российский софт на продаваемые в стране компьютеры, телевизоры, смарт-ТВ и смартфоны. Конкретный набор сервисов и видов техники выберет правительство. Пользователь, конечно, будет волен приложение удалять, но, как мы все с вами знаем, они обычно так крепко сидят в системе, что это становится той еще задачей. Особенно на ПК. За продажу устройств без российских приложений предлагают ввести штрафы. Однако законопроект с поправками в КоАП Госдума пока не рассматривала.
А 6 ноября прошло слушание по иску москвички Алены Поповой к МВД и Департаменту информационных технологий, сокращенно ДИК, Москвы о запрете распознавающего ПО и оборудования. Краткая предыстория. В апреле 2018-го Попова провела одиночный пикет у здания Госдумы. Ее за это оштрафовали. Во время рассмотрения дела суд получил запись пикета с уличной камеры. Видео с 32-кратным увеличением, которое фиксировалось на лице активистки. Попова посчитала, что ее биометрические данные использовали незаконно, без письменного разрешения, как того требует закон. Она обратилась в суд с требованием запретить в городе распознавание людей через систему видеонаблюдения и удалить из базы фотографию, по которой ее распознали на пикете. Представительница же ДИТ заявила, что департамент не хранит никакой базы для распознавания лиц. Специалисты оперируют только камерами и алгоритмом для сопоставления потоков видео с фотографиями от силовиков. И в итоге иск суд отклонил. Но не только государство внедряет слежку. Две сети кофеин начали тестировать распознавание лиц в заведениях. «Правда кофе» и One Box Coffee таким образом хотят изучить привычки клиентов. Об этом заявила компания eVideon, которая и предоставляет кофейням техническое решение. С помощью технологии распознавания лиц можно формировать списки посетителей, настраивать уведомления при распознавании конкретного человека и создавать отчеты об аудитории. Это поможет анализировать поведение клиентов и менять меню в зависимости от их предпочтений. По словам представителей все той же eVideon, просматривать записи не сможет ни персонал кофеин, ни сотрудники дата-центров, где и сохраняются данные. Американская компания Apple все никак не может свыкнуться с мыслью, что кто-то из их пользователей может оставаться на старых устройствах. В этот раз купертиновцы заявили, что старые модели iPhone и iPad могут стать просто звонилками и кирпичами без интернета. Техническому отделу, как от упавшего на голову Ньютона яблока, пришла следующая гениальная идея. Нужно во что бы то ни стало заставить пользователей неактуальных моделей обновиться на последнюю доступную прошивку. Это 10-я или 9-я для еще более древних устройств. Проблема актуальна для iPhone 5, 4s и вышедших ранее, iPad 2, 3, 4 и мини первого поколения. Как бывший пользователь второго iPad, по личному опыту скажу, что обновившись на 9.3, ваше устройство становится заторможенным и плохо юзабельным девайсом. И вот компании заявили, что эти модели, оставаясь на старых версиях iOS, с 3 ноября получили массовую проблему с определением местоположения, а следовательно и с сетью. Также от GPS зависит множество встроенных сервисов, например, App Store, электронная почта, iCloud. И чтобы устройства продолжали работать, нужно обновить их OS до последней доступной. Apple, алло! Объяснили это тем, что GPS-модули нужно перезагружать каждые 19 лет, чтобы они продолжали нормально функционировать. Теперь к замедлению системы, отдельной продаже аксессуаров, которые у всех идут в комплекте, отказу заряжаться от неоригинальной зарядки, чипом на отдельных запчастях, чтобы нельзя было отремонтировать в сторонних сервисах, добавилось еще и это. Не менее инновационная идея пришла сотрудникам компании HBO. Они предложили смотреть фильмы в картонной коробке. Компания показала рекламу нового продукта The HBO Box. Он предназначен для студентов, чтобы в общагах те могли уединиться и посмотреть любимый сериал. И это забавно. Первыми такое решение показали создатели сатирического сериала «Саус Парк» в 2018 году, где Картман, а потом и остальные обитатели городка надели на голову купленные специальные коробки, чтобы никто не отвлекал их от просмотра любимого контента. Затем в августе этого года российский техносегмент смеялся над блогером Тимуром Сидельниковым, который залазил в самодельную картонную коробку, к которой на скотч прилепил планшет только ради того, чтобы не держать его в руках. И вот, объединив две эти идеи, подъехала HBO. В коробке есть отверстие для ног, полочка, вентиляция и дверца на задней стенке. Сериальный гигант говорит, что коробка хорошо изолирована и не пропускает внешние звуки. Пока, правда, непонятно, можно ли будет ее купить в будущем. Сейчас The HBO Box разыгрывается в конкурсе среди американских студентов. Давненько мы не говорили об игровой индустрии. Исправляем этот факт, тем более, что повод более чем весомый. Если не самая, то уж точно одна из самых ожидаемых игр последних пары лет. И речь, конечно же, о новоиспеченном шедевре гения Хидео Кодзимы Death Stranding.
И как раз таки это ожидание и сыграло злую шутку. Обзоры засланных казачков начали появляться за неделю до официального релиза. Сами же продажи стартовали 8 ноября. Начнем с того, что порадовало. Во-первых, почти все трейлеры, которые были анонсированы ранее, прокрутили в первые 2 часа игры. Они, к слову, на 90% и состоят из того самого кино, геймплея практически нет. Второе – необычное внимание к мелким деталям. Физика, симулятор реального поведения в жизни, будь то эмоции, усталость, движение с запинками и падениями, в зависимости от веса ноши и ландшафта. И даже необходимость справлять нужду. Все это есть. Третье – персонажи и их взаимоотношения. Они не ведут себя как куклы или картон, не отрабатывают хронометраж. Нормальные человеческие разговоры, вполне оправданные реакции. И самое главное – это отношение главного героя с Бридж Бэби, ребенком в капсуле, который помогает не проморгать приближение существ из другого мира. Ну и теперь о минусах. И самое главное из них – это монотонный, скучный и однообразный геймплей. Его суть в том, чтобы ходить по большим открытым локациям, доставлять разного рода грузы и прокладывать сеть между городами. Twitch просто заполнен стримами этой игры, и почти каждый хоть раз досравнивал ее с доставкой Яндекс.Еды. Шутка уже, если честно, набила оскомину. Мы же в редакции заметили сходство скорее с культовой российской игрой «Дальнобойщики 2». Там была схожая суть. Также доставляешь груз из точки А в точку Б. По дороге при частых ударах он может повреждаться, от чего и зависит дальнейшее вознаграждение. Простое совпадение или Кодзиме близка не только американская поп-культура, но и классика отечественного игропрома, неизвестно, но сам факт интересный. В связи с этой монотонностью аудитория разделилась на 2 лагеря. Пользовательский рейтинг игры на Метакритике сейчас составляет 6,1 балла. И аналитики предрекают, что еще произойдет большее падение. Многие отзывы с нулями и единицами при этом написаны в схожем стиле, связаны как раз таки с монотонностью и унылостью геймплея. Некоторые даже успели назвать Death Stranding самой разочаровывающей игрой в истории. А кто-то привел аналогию с фильмами для Оскара, которые якобы снимают специально для критиков, но никак не обычных зрителей. Примечательно, что примерно треть обзоров написана на испанском языке. Есть предположение, что это спланированная атака. Есть и обратный ревью-бомбинг, поскольку многие пользователи намеренно ставят Death Stranding десятки, пытаясь удерживать более высокий средний балл у новинки, не дав ей уйти в красную зону метакритики. Кто из них победит, покажет время. Мы же пришли к выводу, что можно браться за геймплей, только если все вышесказанное не отпугнуло. В противном случае будет достаточно посмотреть нарезку синематика, просто как фильм, и окунуться в сюжет и эту историю без всего лишнего. Ну а на сегодня все. Повтор программы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в инстаграм-аккаунте як24.ру. Оставляйте свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.